Ромбожап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 5. Население Лхасы. 22 часть. Рассказ 1. Состав. В столице Далай-ламы насчитывают до 10 тысяч постоянных жителей, большинство которых по племенному составу, конечно, тибетцы, а по половому различию не менее 2/3 приходится на женщин. Тибетцы именуют себя Бодпа, каковое название в Лхасе, однако относят только к жителям провинции Уй, такое название. Жителей же других местностей принято называть по собственным названиям провинций, а для более точного определения и по названию отдельных уездов, и тому прочее. Так, уроженец Кама называется Камба, Дзана – Дзанба, Амдо – Амдова, Ари – Ариба, Лхоха – это Южный Уй, Лхохава и так далее. Второе по численности место занимают китайцы, коих литература зовет Джанак, а народная речь из учтивости к ним Джами. Они большей частью выходцы из провинции Сычуань и главным образом из города Дацзянлу, по-тибетски Тардзадо, который служит главным транзитным пунктом для товаров, идущих в Тибет из Сычуани. К китайцам же относятся и китайские мусульмане, бежавшие в Тибет во время дунганских беспорядков. По прибытии в Лхасу эти мусульмане вступают по религии в общину кашмирцев, а в административном отношении в китайскую. При этом нужно заметить, что природных китайцев гораздо меньше, чем потомков их от тибетских матерей. Это тибето-китайцы носят китайские костюмы, хотя часто не знают китайского языка. Большая часть китайцев числится в местных гарнизонах и обеспечена содержанием. Некоторые ведут оптовую торговлю, еще меньше ремесленников, преимущественно парикмахеров и столяров. Многие содержат частные дома и бойни скота. Однако последние два предприятия ведутся почти исключительно для местных рабочих и приказчиц. Затем почти ровными по числу являются кашмирцы, по-тибетски хаче, большероты, а непальцы по-тибетски балбо. Непальцев едва ли не больше, чем кашмирцев. Те и другие ведут свои сношения с Тибетом уже с давних времен, причем у непальцев эти сношения, судя по историческим сказаниям, сначала имели под собой скорее религиозную почву, и только со временем, с упадком буддизма в Индии и процветанием его в Тибете, они перешли всецело на торговые и промышленные интересы. Ныне они ведут более или менее крупную торговлю, не исключая, впрочем, и молочной. Кроме того, непальцы с древних времен являются наилучшими архитекторами, строителями ламаитских храмов, художниками, скульпторами и иконописцами, наилучшими красильщиками местных сукон, ювелирами, слесарями, кузнецами и тому прочее. По вероисповеданию кашмирцы исключительно мегометане, а непальцы – буддисты. Первые по характеру своих религиозных убеждений, конечно, не имеют в духовном отношении ничего общего с туземцами, поэтому у них своя отдельная молельня в южной части города, свое отдельное кладбище в верстах в 4 к западу от него. Они строго соблюдают свои праздники и обычаи, как обрезание и другое. Несмотря на это, они беспрепятственно вступают в брак с туземками, предварительно обратив их в свою веру и взявши клятву не поклоняться Джуринбоче, то есть статую Джу. Впрочем, случаи женитьбы на туземках очень редки, так как мусульмане воспитывают своих детей непременно в мусульманстве же.
почему и нет недостатка в мусульманах, которые, в свою очередь, могут связывать себя брачными узами только с правоверными. Мужчины носят халаты преимущественно синего или темно-синего цвета из дешевых бумажных тканей. На голове их неотлучный тюрбан белого цвета, на ногах чаще всего можно видеть китайские башмаки. Вторые, то есть непальцы, вследствие единства веры поклоняются местным святыням едва ли с меньшим усердием, чем туземцы, но не признают тибетских лам, так как не принадлежат к желтошапочной секте. Какова сущность секты буддизма непальцев, я не знаю, но знаю, что они имеют своих духовных лиц и читают молитвы не только на своем языке, но и на санскрите. Они свободно совершают религиозные процессии по улицам города и вокруг храма Большого Джу. Среди золотых светильников коего немало лампад с вырезанными именами непальцев, благочестивых и щедрых жертвователей. Все непальцы носят длинные халаты, преимущественно коричневого цвета из местных или европейских сукон. Особые шапочки черного цвета, часто с меховой отделкой и умты, не отличающиеся от местных женских. Во время религиозных процессий и дома более зажиточные непальцы надевают костюмы европейского образца, несколько своеобразного покроя. Браков с туземками непальцы избегают, потому что, как мне сказали, по их государственным законам, вступившего в такой брак на родине ждет смертная казнь. Поэтому нарушившие этот закон остаются в Тибете навсегда, спасаясь, если только верно первые сведения от именуемой смерти. Непальцы, благодаря воинственным наклонностям господствующего на их родине племени Гурка, умеют оберегать свои интересы от посягательства местного населения. Так, рассказывают, что около четверти века тому назад местное духовенство, недовольное высокомерным отношением к ним непальских купцов, однажды по незначительному случаю подняло беспорядки, чем воспользовалась и толпа. Разграблены были почти все непальские магазины. Непальское правительство потребовало тибетских властей полного возмещения убытков, угрожая в противном случае войной. Тибетское казначейство принуждено было выдать потребованные суммы. Но, как уверяют ламы, этот инцидент заставил и непальцев быть более почтимыми к местному духовенству. Монголов, живущих в Самойлхасе, почти нет, за исключением, конечно, временных посетителей-богомольцев. Во время моего пребывания там постоянно жил один халхасец, прежде бывший духовным лицом из-за провинности выгнанный из монастыря. Он сожительствовал с тибетянкой, и оба питались попрошайничеством и другими честными и нечестными заработками. Но все же он не покидал надежду увидеть когда-нибудь родные кочевья. Еще жила одна старушка, принявшая обеты монашества. Она происходила из Алашани и, проживая на счет добровольных подаяний, неуклонно стояла на своем решении продолжать до самой смерти счастье, каждодневно лицезреть обе статуи учителя Будды. Второй рассказ – социальное деление. В социальном отношении туземное население делится на светское и духовное. Во главе первого сословия стоят потомственные князья с маньчжурскими титулами не выше 5-й степени, то есть гунов. При новой организации управления в 1751 году их было утверждено очень немного, но впоследствии число их стало увеличиваться, так как отец и брат каждого Далай-ламы и Банчен-Эрдени обычно возводятся в степень гуна. Второе сословие делится на перерожденцев и простых монахов без различия того, из какого сословия они вышли. Князья, высшие перерожденцы, монастырские общины и высшее центральное управление
являются собственниками земель, имеют своих подданных, по-тибетски мисре или мисер, которые живут на этих землях и являются как бы свободными крестьянами, и рабов, уже невольных работников, йог или цейок. Однако подчиненность мисре выражается главным образом в уплате аренды за земельное пользование, а кроме того, они подвергаются суду владельцев, которые высылают на свои земли правителей или назначают их из местных же жителей. Вследствие постановки на первый план исправного поступления по дате здесь чрезвычайно развита откупная или арендная система. Получая известный участок с аукциона, откупщик или арендатор, понятно, старается извлечь как можно больше выгоды для себя, что является большим материальным гнетом для подчиненных. Однако оставление земельного пользования не избавляет крестьянина от подати и повинности, и он должен уплачивать, смотря посредством известную сумму всем своим господам. Духовенство по законам религии считается вышедшим из дому, поэтому оно свободно от подати и подчиняется только своей монастырской администрации. Но суровая действительность с постоянной борьбой за существование приводит бедных из них к родным, чтобы принимать участие в обработке полей или отыскивании других заработков. Все же они являются лично свободными, лишь бы не нарушали монастырских уставов настолько, чтобы быть прогнанными. Конец 22 части.